Майя работает и процветает частная птицеферма. Тем самым создатели фермы Денис и Валентина Ефадзе доказывают, что заниматься крестьянским хозяйством в республике не просто можно, но и прибыльно. Наши корреспонденты с подробностями. Крестьянско-фермерское хозяйство в семье Ефадзе специализируется на выращивании домашней птицы. Казалось бы, хлопотное дело. Куда проще держать на продажу животных. Но на семейном совете решили, что мясо птицы считается диетическим и полезным. Значит, и спрос на этот продукт будет больше. И не прогадали. В основном Денис и Валентина занимаются разведением молодняка домашней птицы. Кур различных пород, уток, индюков. У меня документация, я помогаю. Молодняк с яйца до подростков выращиваю я. А вот с большими уже он у нас занимается. Сложно когда не маленькие, сложно. Подрастают уже легче. Они как-то самостоятельно уже. Всего тяжелее за индюками, за маленькими. Очень требовательный. До 2 месяцев тепло, Тепло, свет. да. Очень требовательный, потому что из-за этого пойдешь большой у индюшат. Валентина и Денис держат индюков уже 5 лет, но стали продавать их только с прошлого года, и все они разошлись по району. Они прекрасно переносят наши якутские зимы. Птица неприхотливая. За полгода индюк набирает в весе до 8 килограмм. Семья не боится экспериментировать и завозит для разведения даже экзотические породы птицы. Вот эта порода, она мясо-яичная. У них есть и мясо, и яйцо. Вот, а голошеи – это вообще полубройлеры. Они достигают килограмма, вот мы забивали, петух где-то порядка 5 килограмм чистого веса был. Да, очень крупное яйцо, очень хорошая у них оплодотворяемость, выводимость. В принципе, вот эта порода нам вообще нравится. И яйца, и мясо, и все вместе. Декоративные китайские шелковые курицы. Их необычное черное мясо, которое, говорят, полезно для мужского здоровья, да и несутся эти курицы 300 дней в году. Держат и уток, которых сдают в аренду охотникам для приманки. Летом посмотреть на необычных заморских обитателей приходят на экскурсию и дети. Трудолюбие семьи Ефадзе поражает. Когда они успевают следить за своим хлопотным хозяйством, при этом еще работают на производстве. Действительно, пословица «терпение и труд все перетрут» именно про таких хозяев. Юрий Таюрский и Тимур Канаев, Усьмайский район.